Добрый день, дорогие телезрители, с наступающим Новым годом! Вы смотрите передачу «Борис», и сегодня у нас очень необычные герои. Это Дед Мороз и Снегурочка, а точнее Андрей и Екатерина. Здравствуйте! Добрый день! Здравствуйте! Добрый день! Очень приятно вас сегодня видеть. Надеюсь, телезрителям тоже очень необычно будет вас видеть. Вы уже 8-й год дарите детям волшебство, радость перед Новым годом, Новый год. Скажите, пожалуйста, вот как это все началось, как вы вошли в эту сферу? Вообще, изначально я работала аниматором. Дальше решила уже сама заняться проведением детских утренних праздников. И не только, конечно, это корпоративы, какие-то организации, домашние поздравления, ну и так далее. То есть вы уже 8 лет вот сами, как самозанятые, занимаетесь именно вот этой сферой? Да, все верно. А помните свои первые заказы? Да, конечно. Да, это было очень волнительно. Было очень много переживаний, конечно же. Как встретят дети меня? Да, Ух я тоже ты. очень волновалась. Но выйдя из квартиры и получив достаточно отличный отзыв, директор компании меня позвал вновь и вновь. Ну, то есть... Ага. То есть он увидел в вас, то, что у вас Да, получается, вы открылся входите потенциал. очень хорошо. А как вы, получается, пара, и как вы согласились, получается, вот Дедом Морозом, как вы увидели в нем потенциал? Мы работали в одно время в разных фирмах. Она сначала с другим Дед Морозом была. Вот, да. Вот, я тоже отдельно. Но потом как-то вместе, проведя одно из детских мероприятий утренников, посмотрел на Екатерину. Думаю, хорошая, способная Снегурочка. Вот, и стали вместе работать. Да, Андрей тоже очень хорошо проводит праздники. Он прям профессионал, я так скажу. Я тоже вижу. А как вы входите в образ? Вот очень интересно. Как у вас сразу получилось или как? Нет, изначально, конечно, вообще, когда начинали работать, было немножко тяжеловато, да, как мы ранее сказали. Но с каждым годом уверенность все больше и больше проявляется. Да. И какие-то советы, может быть, кто такой Дед Мороз и вот Снегурочка, вот, какие они должны быть? Конечно же, самое главное – это настрой внутри себя, позитив. Ты идешь к детям, ты должен их радовать, а взамен ты получишь очень много позитивных эмоций. Самое главное – это дарить радость, конечно же. Сейчас как вы работаете вообще вот с детьми современными? Это тоже сложно, наверное, да? Уже дети совсем другие, у них очень много информации от интернета и так далее, да, они уже, некоторые могут не верить даже, да, вот как вы справляетесь сейчас, как у вас проходит? Да, есть, конечно, немного сложные особенности. Это больше стараются школьников, да, там 5 класс и выше. А остальные с детьми мы очень отлично ладим. Ну, бывают, наверное, разные ситуации, где ребенок заплакал, ребенок покапризничал или начал говорить, что не верит или что-то такое. Как вы выходите из этой ситуации? Если ребенок заплакал, то дедушка становится чуть-чуть помягче, конечно, да. Потише. Стараюсь говорить потише, жду, немножко, может, не сразу подхожу. Ну, конечно, дед такой громкоголосый, как зайдет, ух, и сразу, да. Ну и, конечно, я всегда все спрашиваю, где елочка, кто украшал, кто маме помогал, конечно же. Вот, очень много вопросов задаю, если честно, да. Ага. А как вы сценарии отрабатываете? Каждый индивидуально получается или вот? Да, как-то конечно, частные садики – это один сценарий, государственные – это другой, школы также. Корпоративы – это вообще отдельная тема, организации какие-то, да, более взрослые люди, к ним уже индивидуальный подход. Они подходят к нам со своими просьбами, мы их выполняем. Да, ну еще смотрим. Вот зашли в квартиру, квартиры же разные бывают. Вдруг елочка стоит по центру. О, значит, хороводу быть. Или вдруг она где-то в углу. Мы тогда, может быть, что-нибудь другие игры играем. Ага, сразу можно подстраиваться, да, Конечно, сразу? конечно. И вдруг ребенок говорили один,
а их там 10, бывает и такое. Да, разные ситуации, конечно, бывают, поэтому выкручиваемся как можем. Да. За столько лет уже профессионал, так сказать, своего дела, поэтому нам любые проблемы нипочем. Мгм. Ага. За столько лет, наверное, самые разные бывали, да, вот заказы, самые запомнившиеся, может, вспомните? Сейчас О, дедушка расскажет. это я помню. Был один мальчишка, не верил в Деда Мороза. Так вот, приехали мы к нему, а он уже засыпал практически. Мгм. Ну, я зашел в квартиру, дверь открыта была, чувствую, ждут. Зашел, значит, я возле елочки подарки положил, смотрю, не встает. Ладно, думаю, подарки оставил, не буду шуметь. Пошел на кухню, попил чай с печеньем, слышу, кто-то ходит. Так вот, и кот там был еще, хотел меня немножко поцарапать, а я ему сказал, не надо. Ну вот, вышел я, потом узнал, что он написал письмо, что Дед Мороз приходил и был, подарки оставил, печенье его съел. Да, Вот он так. очень удивился. Очень удивился, конечно. Мальчик был взрослый, 13-14 лет примерно. Да. А, Но такое тоже бывает. продолжил верить благодаря Андрею, нашему Дедушке Морозу. Как хорошо. А что для вас значит вот именно вот эта работа, дарить вот радость? Да, волшебство? это праздник, дарить счастье детям. Я скажу так, это не работа, это для души. Ты туда приходишь, заряжаешься позитивной энергией, отдаешь всю свою душу, всю свою любовь деткам, ну и взамен, конечно, получаешь обратное. Да, это правда. Потому что очень много мы на благотворительные акции, бывает, выезжаем, конечно же. Очень приятно. Вот этот момент самый такой, наверное, трепетный, сакральный, да, когда дети тебя обнимают и так крепко-крепко, и ты в этот момент чувствуешь какую-то энергию добра. Такие глаза полные вот Да, волшебства, счастья, да. да, то, что увидели, верят вот в это волшебство. Как замечательно. А если вот подумать, то с какого момента примерно начинается ваша работа? Когда С примерно? какого дня, да? С какого дня примерно? Ну, ориентировочно с 10-12 декабря уже начинается и заканчивается в Старый Новый год, 13 Прям до января. 13-го плотно Да, работаете? Рождество, А, Старый Новый год всегда заказывают. А сколько у вас примерно вот в день таких заказов бывает? Ну, скажу, от минимума Среднем, это да. 1-2, максимум это 15, то есть это самая В день? загрузка, когда 31, когда Ух ты. утренники, потом обеденные заказы, вечерние, Да. корпоративы, то есть весь день у нас вот так круговоротом. Мгм. Ну, в среднем можно считать 7-5. Я, конечно, думала, что много, но... А 31-го бывало даже по 39 квартир, да? Вот. Конечно, Дед Морозу нужна помощь. Вот мы и помогаем. Конечно. Бывало, что мы приезжали без 15-12 домой. Да. Тогда 31-й Новый год для вас как праздник? Больше как вы всего мы сами дарим так его для получаете? всех, конечно, А. да. Мгм. Но, слава богу, спасибо большим нашим помощникам, это бабушкам, сестрам. Да. В моем случае это муж, в его случае это жена, которые все за нас делают. Вот. Друг за друга, да, Да. получается, поддержка друг друга. Ну, домой, конечно, приходим, отдыхаем, также празднуем с семьей. Ну, немножко уже уставшие, замученные, но, тем не менее, мы празднуем тоже Новый год. У вас постоянные клиенты или как это вот клиенты? Да, у нас постоянные клиенты, мы размещены на площадке в 2GIS, в Инстаграме, Юла, доска у нас есть, да, различные. Вот. Вообще, я сейчас в декрете, у меня ребенку 7 месяцев, я думала, что я не выйду на работу, но наши постоянные клиенты нас ждут, поэтому приходится выходить. Да. Есть те даже уже по 16 лет, если я не ошибаюсь, примерно. Все равно есть те, которые ждут. Детям 16 и уже ждут. Да, да, взрослые. уже на протяжении долгих лет. Вот мы приезжаем к них. Он сейчас сразу вспомнил, даже какой адрес. Да, очень много разных семей. Вот так сразу вспоминаю, где живут, Всё когда уже был, помню. да, уже все. И даже бывает спрашиваю, что с прошлого года, как подучил ли ты китайский или еще что-то, да. Все это в голове уже
как Ух ты. В обычной жизни для нас это даже уже, наверное, не клиенты, а наши друзья. То есть где-то советами друг другу помочь тоже, да, где-то в городе можем встретиться, поговорить. А вот вы сказали, то, что работа начинается с 10 и по 13, то есть месяц. А как ваша работа? Вы же, у вас свои работы тоже, да? Ну, Как вы вообще, совмещаете? я занимаюсь клубникой в шоколаде, пока вот у меня маленький ребенок, у меня нет возможности. Вот только на Новый год пока что. Мгм. А я беру отпуск официально на Официально. работе, да, чтобы заниматься вот этим делом, как говорится. Мгм, понятно. Хорошо. А как вы, получается, вот график свой составляете заранее, да, наверное, вот как-то, чтобы везде успевать? Да, вообще у нас начинается бронь с октября, сентябрь, октябрь уже, потому что государственные школы и садики различные, плотный очень график, все хотят успеть, все хотят утро. Сейчас каждый божий день мне звонят, ну, естественно, у нас уже все расписано и мест нету. Также корпоративы, почему вот 10-12 справляют, потому что в конце уже декабря все занято, надо заранее. Да, даже вчера был такой момент, срочно вызывали, но мы, к сожалению, получалось. не в силах были. Потому что вас ждут уже Да. ваши детки, да? Конечно, вот это? ну и вечером взрослые тоже дети на самом деле. Вот. Могу даже историю рассказать. Помню, к одному сотруднику МВД приходил в возрасте такой. И он удивился, когда я пришел. И говорит, всю жизнь ждал тебя, Дед Мороз, и наконец-то ты пришел. Такой радостный был. Ух, вспомнил, да. А, ну да, конечно, в каждом возрасте мы дети, все равно Вот, остается у это нас. правда. Ребенок остается все равно внутри. В душе. Как прекрасно увидеть, Да, да? главное верить. Мгм. А у вас, получается, сегодня еще заказы, наверное, ждут, да? Конечно. Я вот и думаю, что-то там олени, по-моему, ждут. О. Внучка, пора бы уже собираться в путь. Тук-тук-тук! Здравствуйте! Есть кто дома? Привет! С Новым годом поздравляю! Счастья, радости желаю! Вот я к вам пришла опять. Будем песни петь, плясать. Вы узнали, кто к вам пришел? Кто это? Ну-ка, как меня зовут? Кто это? Я Снегурочка, внучка Дедушки Мороза. Скажите, а Дед Мороз-то уже приходил? Подарочки вам подарил? Дед Мороз был? Нет, не было Дед Мороза. Может, что-то случилось? А вдруг он заблудился или с дороги сбился? Вы поможете мне его позвать? Давайте-ка все вместе сейчас громко крикнем Дед Мороз. Готовы? Раз, два, три. Дед Мороз! Дед Мороз! Дед Мороз! Иду! Ура! Иду! Дедуля идет! Слышу! Проходи, Зовут заждались меня тебя! здесь. Здравствуйте, здравствуйте. Иду я к вам из великого Устюга. Там, где дико воет вьюга. По заснеженным лесам я спешил, ребята, к вам. Ох, смотрю, подросли, большими стали. А меня-то вы узнали? Девчонки, узнали нашего Дедушку Мороза? Конечно! Да. Ух, какие молодцы. Все такой же старый и седой, с длинной белой бородой, правда? Да. Ребята, а вы верите в новогоднее чудо? Давай сейчас загадаем желание. Дедушка Мороз добрый, подарочки дарит. Да. Пойдем загадаем желание. Хорошо? Пойдем возьмем Дедушкин Мороза Да. посох, подержим-ка маленько. И загадаем желание. Так, привет! Давай ручку. Закрывай глазки, загадывай желание. Так. Не переживай, все хорошо. Загадала? Так. Ну что, 3, 4. Четыре. Желанию быть. Ура! Дед Ну, Мороз все исполняет, Конечно, правда? конечно. Ох, какая елка красивая. А кто украшал? А? Помогали девчонки, да? Помогали? Конечно! Ой, чуть-чуть не стесняйтесь. Все хорошо, не стесняйтесь. Дедушка Мороз Так. добрый, с подарочками пришел. Да. Ну что, ребята, а давайте сейчас поиграем с Дедушкой Морозом. Хорошо? Играем? Играем.
Потанцуем? Да. Давайте сейчас Снегурочка будет показывать танец, а вы будете за мной повторять. Итак, Да, сейчас я хорошо. включу музыку. Так, оп, поставим. Опа. Танцы я люблю. А вы любите танцевать? Да. Ох, это хорошо. Так, я сюда пойду. Давайте, идите сюда. Повторяй за мной. А потом фонарики, Ох, молодец. а потом еще дождинки. Ох, дождинки. Не забудем про снежинки. Рыбки золоченые, огоньки веселые. Набросаем мишуру. Опа, давай. Продолжаем мы игру. А готовы еще быстрее? сейчас. Мы повесим шарики, Оп, а давай. потом фонарики, Повторяй. Раз, раз, а раз. потом Опа, еще опа, дождинки. Вот так. Не забудем про снежинки. Рыбки золоченые, огоньки веселые. опа. Ох, Набросаем мишуру. продолжаем игру. А еще быстрее готово? Мы повесим шарики. Оп, оп, оп. Ух ты, Дед Мороз пляшет. А потом еще дождинки. Не забудем про снежинки. Рыбки золоченые, огоньки веселые. Набросаем мишуру. Продолжаем мы игру. Ох, какая Еще внушка. быстрее. Мы повесим шарики. Ой-ой-ой. Ой, быстрая какая. Давай, давай вместе с нами. Бросаем Ох, на юбку. дождинки. Не забудем про снежинки. Рыбки золоченые, огоньки веселые. Набросаем мишуру. Ох, Продолжаем мы игру. Еще быстрее готово? ох, куда еще Ух быстрее? ты! А потом фонарики. А потом еще дождинки. Не забудем про снежинки. Рыбки золоченые, огоньки веселые. Набросаем мишуру. Мы закончили игру. Ой, молодцы какие. Дедушка Мороз, Ох, понравился молодцы. тебе танец? Да, Мы только сильно старались. быстрый. Аж устал. Да? Понравился танец? Да? Хорошо. Ну что, а какой же Новый год без хоровода? Порадуем дедулю. Да? Споем для него Да. песенку? Так. Пойдем сюда, да? Ух, здесь сколько мест. Давай. Вы к нам идите. А можешь Тоже малыш. малышку на руки сможешь? Ну, Попробуем? Танцуем. а давай вот сюда. Пойдемте по кругу. Опа! В лесу родилась Елочка в лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая была. Зимой и летом стройная, зеленая была. Пела. Песенку Давай, пой. елочка, О. пой. Мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай. Мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай. Танцуем. Опа! Опа! Лисичка, зайка, Так, зайка. сидит О. под елочкой. Опа! Молодец! Порою волк, сердитый волк, рысцою пробегал. Порою волк, сердитый волк, рысцою пробегал. Идет по лесу частому, Вот так, под быстро. волосом скрипит. Лошадка махноногая, торопится, бежит. Лошадка махноногая, торопится, бежит. бежит. Оу!
Танцуем! Пойдемте покружимся. Несет лошадка дробенький, а Огромнят мужичок, срубил он нашу елочку под самый корешок. Срубил он нашу елочку под самый корешок. теперь она нарядная. На праздник нам пришла и много-много радостей детишкам принесла. И много-много радостей детишкам принесла. О! Давай 5, молодец. Давай. Давай, ап, Оба! ты, чудики какие, порадовали дедулю. Ой, что-то дедушка немножко устал. Ох, натанцевался, Да. да? Ой, Дедушка Мороз, ой, ну, как хорошо. мы и пели, и плясали, Да. а стихи-то мы не читали еще. Нет, стихов не было. Ну что, расскажем Дедушке Морозу? Иди скорей сюда. Пойдем. Только громко-громко договорились? Давай. Этот праздник самый яркий. Он бывает и зимой. Дед Мороз несет подарок. С Новым годом, садик мой. Ох, молодец какая! Так громко самое главное. Так быстро, молодец. Дедушка Мороз, а как ты думаешь, они в этом году себя хорошо вели? Думаю, да. И кашку кушали? Но спрошу, И маму слушались? кушали кашу? Игрушки за собой убирали? Так, не слышу. Да. Да? Молодцы. Ну, значит, подарочек, внучка, где мой, который я приготовил? Так, сейчас, дедуля, подожди. Так, тихонько. Ничего себе! Да. А ты уже загадывала желание же, да? На Новый год? Ну, это еще не все подарки. Дед Мороз принесет когда? 31-го под елочкой. Так, это малышки. Ой, подожди-ка, не разгляжу. А, точно, Да, точно. маленький. Держи. Наши малышки. С Держи. Новым годом Новым поздравляем. годом. Держи. Так, а это тебе. Что надо сказать? Ох, молодец, Пожалуйста. самое главное. Ну что, мы побежим других деток поздравлять, хорошо? Давай Ну, сфотографируемся, да, с Дедушкой Морозом? Пойдем? Давай. К елочке красивой. Так, давай, Снегурочка с этой стороны Нет, встанет. я выше. Давай. Вот так. Так, Может, куда пойдёт, Нарочка? смотрим? Пойдем, иди-ка. Снегурочки. Вот так. Опа. А посох, А дедуля, то ты не дедушка забыл? растает. Так. Чуть-чуть вот так. Ага. Мгм. Давай, улыбаемся. Смотрим на маму. С Новым годом! Ура! С Новым годом! Ох, молодцы какие. Ну все, мы побежали. Хорошо? Будем Всё. других еще деток поздравлять. Да. Ну а мы к вам вернемся в следующем году. Пишите Деду Морозу письмо, и он обязательно все ваши желания исполнит. Какое платье, не сказал, красивое. Да, они вместе готовились. Блестит, как снежиночки. Ой, красота какая. Ну все, до свидания. Пока-пока. Пока-пока. Скажите, пожалуйста, а вы каждый год зовете вот Дедушку Мороза и Снегурочку? Признаюсь честно, это вот первый раз, когда я воспользовалась данной услугой. До этого ни разу не пользовалась. Как вы прошло, как оценили? Супер! Супер! Всем советую, всем рекомендую. Значение Дедушки Мороза и Снегурочки для детей. Ну, все мы родом из детства, я считаю, то, что в детстве закладываются самые основные фундаменты, да, то есть мы все с вами были детьми, у нас всех родители водили на елки, одевали нас в маскарад, мы получали подарки, и то есть это все с детства идет, я считаю. И поэтому пускай каждый человек, пусть он ребенок, пусть он взрослый, верит в новогоднее чудо обязательно. Я желаю всем хорошего новогоднего настроения, обязательно купите мандарины, приготовьте
селедка под шубой, оливье, голубцы. Покупайте новогодние сладости, фотографируйте на телефон, запоминайте все это, эту всю новогоднюю мишуру, чтобы потом это обязательно все вспомнить. Ну и просто берегите друг друга.